Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как водитель «Опеля» врезался в уборочную технику на Мамадышском тракте. Водителя зажало в салоне, извлечь его из искореженного металла было под силам только спасателям. Расскажем, как женщина, получившая травму в аварии, снова пострадала в ДТП. Она там, я слышал, говорила, что у нее спина была повреждена, позвоночник. И чем чревато не пропускать скорую помощь. Право прижимайся, останавливаемся. А также старт слушания дела об убийстве мужчины в лифте дома на улице Минская. Мужчине выстрелили в лицо из карабина «Сайга». Это и не только прямо сейчас. 27-летнего водителя «Опель Астра» зажало в салоне после столкновения с уборочной техникой на Мамадышском тракте. При въезде в Казань молодой человек на полной скорости влетел в прицеп КАМАЗа, который в левом ряду пылесосил проезжую часть. Удар пришелся в левую часть легковушки. Очевидцы пытались оказать помощь водителю и вытащить его из салона, но сделать это смогли только спасатели с помощью специального гидравлического инструмента. Многочисленные очевидцы помочь 27-летнему водителю «Опеля» не могли, хотя и пытались. Мужчину зажало в искореженном салоне. Вытащить его смогли только спасатели, разжав металл при помощи гидравлического инструмента. На Мамадышском тракте при въезде в Казань легковушка на полном ходу врезалась в уборочную технику. КАМАЗ с прицепом двигался в левом ряду. Скорость, говорит водитель грузовика, была километров 10 в час. Все маяки и световые приборы работали исправно. Хороший удар почувствовали, не поняли сначала, что случилось. Ну, он уже протащил же нас. Грузовик с прицепом легковушка подвинула вперед метра на 3. Почему мужчина не заметил уборочную технику, очевидцы только гадали. Предполагали, что он мог перестроиться из ряда в ряд, не обратив внимания на низкую скорость грузовика. Сам водитель «Опеля» сказать ничего не мог. Он был без сознания. И окружающие боялись за его жизнь. В машине он был один. Ну, я одного видел, я потом звонить, я минут 20 названивал стоял. Ну, то не туда набрал, то еще вот 112 позвонил. По словам очевидцев, водителю повезло, что КАМАЗ хоть медленно, но ехал. Иначе удар был бы куда сильнее. Но и так мужчина получил тяжелые травмы обеих ног. Там нога вообще болтается. Снизу там же этим кратером все давили, еле-еле. Пострадавшего срочно госпитализировали. В причинах, почему он не заметил КАМАЗ, будут разбираться автоинспекторы. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев. Вызов 112. Пассажирка такси пострадала в результате столкновения двух легковушек на проспекте Амирхана. Hyundai Solaris двигался со стороны Чуйкова в сторону Ямашева. Рено развернулся в разрешенном месте и начал сквозь поток перестраиваться в правый ряд. Надо было довести пассажирку до дома. Легковушку, признается, таксист не видел. От сильного удара обе машины выбросило с дороги на сосны, растущие на обочине. Как рассказала пострадавшая, до того, как скорая увезла ее в больницу, она еще не отправилась от предыдущей травмы, также полученной в аварии. Сознание, но она там, я слышал, говорила, что у нее спина была повреждена, позвоночник. И вот как бы добавок, не пристегнутая была. Удар пришелся в заднюю часть Рено. После столкновения оба автомобиля выбросило с дороги на растущие на обочине сосны. Одно дерево от удара сломалось. Как признались водители, для обоих произошедшее стало неожиданностью. 24-летний водитель Hyundai ехал по проспекту Амирхана от Чуйкова в сторону Ямашева. Скорость километров 80 сейчас была. Разрешено это 79. Водитель Рено ехал навстречу, развернулся и стал перестраиваться направо, чтобы заехать в ближайший двор. Именно туда ехала пассажирка. Но для этого надо было очень быстро пересечь всю дорогу. Что сложно, поток в этом месте очень плотный. С разворота ехал. С разворота вот так, вот и сюда мне надо было. Друг друга, признаются водители, они не видели. Причиной тому, считают, стал КАМАЗ, который двигался по среднему ряду. КАМАЗ ехал, а он был слева. КАМАЗ его пропускал, что он повернул направо. Его сюда вот поворачивал. Вот, и получается, а я ехал сзади КАМАЗа чуть-чуть. И не видно просто было, как бы, то, что вот машина резко появляется. Я по тормозам сразу, я увидел, среагировал, нажал на тормоза, и он просто как бы раз полетел, и все, уже, а там от удара нас уже там развернуло, раскрутило. КАМАЗ потому что был, за КАМАЗом я не видел, КАМАЗ моргал, я думал, пропускает. Я думал, свободно. Я как раз уже проезжал, мне надо было резко уже успевать. Я еще думал, наверное, куда он уходил. Подальше, что плавно перестроиться. Да. Зачем я передумал?
Пассажирку с различными травмами и жалобами на боли в спине госпитализировали. Основной удар пришелся в заднюю часть Рено, как раз туда, где и сидела женщина. Водитель такси свою вину в аварии признал полностью. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. «Лада Грант» и БМВ столкнулись на перекрестке улиц Чернышевского и Профсоюзная. «Лада» поднималась в сторону Кремлевской, иномарка по Профсоюзной. Движение по ней одностороннее. Удар пришелся в правую заднюю часть «Лады», и легковушку несколько раз развернула вокруг своей оси, после чего она остановилась поперек дороги. Медики осмотрели пассажиров обоих автомобилей. Госпитализация никому не понадобилась. Кто из водителей проехал на красный сигнал светофора, будут разбираться автоинспекторы. Троих водителей, которые не уступили дорогу скорой помощи, задержали сегодня автоинспекторы. В Казани прошел совместный рейд под названием «Уступи дорогу». Медики признают, предоставлять преимущество на дороге им стали чаще, считают, что во многом благодаря таким рейдам. Но все равно до беспрепятственного проезда еще далеко. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, либо транспортного средства, имеющего нанесенные на наружной поверхности специальные цветографические схемы с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанных транспортных средств. Требования правил движения сегодня не выполнили водители кроссовера Audi, Deo Nexia и Opel. Право прижимайся, останавливаемся. Право прижимайся, останавливаемся. С точки зрения закона, это довольно серьезное нарушение, наказание соответствующее. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав от 3 месяцев до 1 года. В Бугульминском районе задержали 24-летнего мужчину. Его подозревают в жестоком убийстве 50-летней местной жительницы. Ее тело со множеством колото-резанных ранений головы и шеи обнаружили в ее доме в селе Малая Бугульма. Уголовное дело было возбуждено по статье убийства. Подозрения пали на местного жителя, который, как предположили следователи, совершил убийство из личных неприязненных отношений. По предварительной версии, он таким образом отомстил любовнице отца за растоптанные чувства и подорванное здоровье матери. Задержать его сразу не удалось, он скрывался, но стражам порядка удалось установить его местонахождение. Давать какие-либо показания мужчина отказался. Завтра следователи планируют обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения. Сегодня в Верховном суде Татарстана приступили к рассмотрению дела 36-летнего Марата Низамова. Его обвиняют в убийстве 51-летнего Рафаэля Дускаева. Напомним, 2 сентября минувшего года на площадке одного из домов на улице Минская соседи обнаружили окровавленное тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Следы волочения тянулись от лифта. Вскоре стало понятно, что убили его именно в подъемнике. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина со своим знакомым, у которого в руках был карабин Сайга, заходит в лифт. Вышел предполагаемый убийца уже один. Личность подозреваемого установили быстро. Задержали его в тот же день на проспекте Победы. Тогда он вместе с родителями на их машине пытался выехать из города. К слову, на месте они утверждали, что об убийстве и попытке их сына скрыться ничего не знали. Во время расследования дела выяснили и мотив убийства. По версии следствия, Марат Низамов договорился с Рафаэлем Дускаевым о покупке у него 2 земельных участков. Один в Салмачах за 4 миллиона, другой в Чувашии за 2 миллиона. Утром в МФЦ оформили документы, после чего отправились домой к покупателю пересчитать наличность. Портфель с деньгами он передал продавцу в лифте. Тут продавец и обнаружил, что вместо денег там билеты банка приколов. И во время вспыхнувшей ссоры Марат Низамов выстрелил продавцу в лицо. Тело убитого вытащил из лифта и оставил между 14 и 15 этажами. Забрал личные документы убитого, документы на недвижимость и скрылся. Проведя обыск в гараже на улице Овражной в городе Казани, у него также были обнаружены пистолет и предметы, также в последующей экспертизе установлены как огнестрельное оружие. Марату Низамову предъявлено обвинение в убийстве, незаконном хранении оружия и покушении на мошенничество. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Лия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.